«Молодые идут». С таким лозунгом стартовал новый проект в Национальной библиотеке. Цель – знакомства жителей республики с талантливыми яркими представителями Северной Осетии. Первая встреча была посвящена Атсамазу Койчиеву, главному оператору телеканала «Осетия ТВ». В неформальной беседе Атсамаз рассказал гостям об интересных фактах из своей биографии, о том, как в молодости сыграл Гамлета в театре Нарты, поделился опытом работы в качестве оператора канала Life News и о том, как снимал расстрел «Небесной сотни» и события в Крыму, за что и был удостоен медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Я вот сегодня для себя открыла совершенно нового Атсамаза Койчиева. Это очень приятно. Человек-оркестр, человек очень талантливый, интересный, неравнодушный, которому душно в обычной обстановке, которому хочется постоянно усовершенствовать этот мир, усовершенствовать и себя в том числе. Атсамаз Койчиев рассказал не только о проделанной работе, но и о том, что уже давно мечтает создать экспериментальный театр студии «Сарай». Это камерный интеллектуальный театр, отвечающий запросам современного зрителя. Театр, который говорит на доступном, современном и понятном сегодняшнему обществу театральном языке. Мне не привыкать быть первопроходцем в тех или иных начинаниях. Буквально вот 2 минуты назад я говорил о том, как Life News становился каналом, и я был в этом коллективе. И когда мы впервые вышли в эфир, и ты смотришь телевизор и видишь свою работу, и понимаешь, что это видят с тобой тысячи и миллионы в этой стране. Ключевой момент встречи – показ документальной картины «Арфа». Накануне фильм удостоился премии главы республики. За содействие и помощь в подготовке презентации картины генеральный директор Осетии ТВ Дмитрий Рейсих вручил благодарность общественной организации «Ирфидан». Тома Вальва, Марина Аркаева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.